Подозревается в хищении 20 тонн груза на общую сумму почти в 1,5 миллиона рублей. В Московском районном суде стартовал процесс по делу Михаила Давыдова. Ранее судимого мужчину обвиняют в 2 эпизодах мошенничества. Из зала суда репортаж Ленары Гинатуллина. На судебном заседании Михаил Давыдов был весьма вежлив и приветлив. Мужчину обвиняют в 2 эпизодах мошенничества. Как считает следствие, в декабре прошлого года подсудимый нашел в интернете объявление о транспортировке полиэтиленового сырья из Казани в Караганду. Заключив с заказчиком договор по телефону, он начал искать водителя для перевозки груза. Формальности улажены, водитель приехал на склад, загрузил 20 тонн сырья и отправился в путь. Вот только пунктом назначения был не адрес заказчика, а склад, арендованный Давыдовым. Впрочем, защита подсудимого с такой версией событий не согласна. Я считаю, мой подзащитный невиновен. Свидетелей совершения преступления, которое ему вменяется, нет, ни одного. Обвиняется Давыдов еще в одном эпизоде мошенничества. Как считает следствие, аналогичным способом вместе с неустановленным подельником он похитил моторное масло на сумму 1 миллион 395 тысяч рублей, но довести свое дело до конца не смог. На скамье подсудимых мужчина уже не в первый раз. В последний раз он был судим за сбыт наркотических средств. Был осужден, но до конца срок свой не отбыл наказание, был освобожден условно-досрочно. И вот в период неотбытой части наказания он вновь совершает 2 преступления. Пострадавшая от действий предполагаемого мошенника компания часто встречается с хищением грузов, поэтому ее представители рассчитывают на максимально возможное наказание. В последнее время очень, так скажем, увеличилось число попыток совершения подобного рода действий. Мы надеемся, что будет в итоге доказана вина обвиняемого, и это послужит уроком для последующих попыток и снизит их количество. Процесс по делу Давыдова стартовал уже сегодня в Московском районном суде, но из-за неявки свидетелей заседание перенесли на 23 августа. Ленара Гинатуллина, Адель Мулахметов, вызов 112.